Государственная граница между Российской Федерацией и Абхазией проходит по реке Псо, где расположены погранично-таможенные службы обоих государств. Пограничный пост открыт круглосуточно. Каждое лето сотни тысяч россиян отправляются на отдых в Абхазию. И для того, чтобы попасть на любимые курорты, они иногда вынуждены томиться в очереди на погранзаставе Псо. Заместители министра туризма Астамур Барцыц и Дмитрий Зантария провели выездное совещание на КПП Псо. В совещании участвовали начальник таможенного поста Псо Аляс Хишба и начальник КПП ПСО Вадим Попцава. Встречаемся на приграничной нашей территории, на режимном объекте ПСО, где пересекают границу наши граждане, наши туристы, наши гости, которые к нам заезжают. И хотелось бы узнать, как обстоит сегодня обстановка, увеличение потока, снижение потока, как проходят экскурсионные автобусы, минивэны. С какими проблемами вы сегодня сталкиваетесь при несении службы на государственной границе? Граница работает в штатном режиме, круглосуточно. Но поток по сравнению с прошлым годом уже по чуть-чуть увеличивается. Фактически трудностей пока нету. Так же, как и в прошлый год, мы работаем, отдельная полоса выделена для туристов, автобусов, минивенов, чтобы ускорить процесс проверки документов без высадки. Через грузовой терминал они выезжают, отдельная полоса выделена, по службе наряды хватает, подготовлены, знаем, какая нагрузка будет. На совещании были затронуты различные вопросы. По мнению Вадима Попцава, было бы хорошо вывести дозвол за пункт пропуска, поскольку, когда много машин, загруженность большая. Дозвол – это разрешительный документ, который дает перевозчику право на въезд в другую страну. Раньше его получали только автобусы и грузовые машины, входившие в категорию С, а сейчас все автомобили. Транспорт, автобусы, они же дозвол получают для переезда, находятся внутри пункта пропуска. Бывает там одновременно, когда много машин, все-таки проблемно. Мы как-то говорили, раньше вообще, где золотой пост там где-то был, чтобы доступно было всем, и там есть кармашек, чтобы где останавливаться. У нас, исходя из того, что площадка небольшая. Так же было раньше. Да, там же и было, мы как-то предлагали, чтобы вытащить за пункт пропуска. Вот это именно дозвол должен. Все должны через грузовой ездить. У нас там получается и минивэн, и автобус, и грузовой транспорт. Из-за этого мы как-то хотели, чтобы доступно было. Тот же минивэн, если получит по дороге, он уже может по прямую выехать дозвол. Ему не надо будет на грузовой заезжать. Мы собрали документы по экскурсионному автотранспорту абхазскому, который здесь зарегистрирован, который занимается перевозкой экскурсантов. Насколько я знаю, помимо дозвола, они еще каждый день делают не временный ВОЗ, а ВОЗ, который временный, на один день им выдается. То есть, да, ВОЗ, они вот там стоят в очереди, там, насколько я знаю, работает всего лишь одно окошко по выдаче ВОЗа и закрытию его. Мы вышли с предложением вместе с вашими коллегами, к вашим российским коллегам, чтобы нашему абхазскому автотранспорту экскурсионному сделать постоянный ВОЗ. То есть на курортно-летний сезон. Мы подготовим документы на автотранспорт, который занимается перевозкой. Да, и чтобы не разовый. Также обсудили вопрос упорядочения подъезда экскурсионных автобусов к пункту пропуска, чтобы не было больших нагрузок. Упорядочить им времени по поводу того, что мы всегда им идем навстречу. Вы знаете, вот мы говорили о том, что мы отдельную полосу выделили сейчас вместе с нашими коллегами с таможни, то есть сделаем им постоянный ВОЗ, но, к сожалению, там все равно вот эти временные рамки носят хаотичный характер. И надо, вы тоже знаете, упорядочить, чтобы они в определенное время, там, грубо говоря, там, с 5 утра, когда идет там, до 11, чтобы они заезжали. Вышли с предложением, попросили организовать встречу с представителями экскурсионных фирм, исходя из того, что да, турбизнес, в основном наши представители, и как-то упорядочить, не чтобы все вместе бывают, в основном утром, основной поток у них оттуда, и автобусы в основном приезжают в одно время. И это создает нагрузка большая. Как-то распределить время там, руководителей фирмы, там, чтобы они между собой как-то по времени определились, чтобы не одновременно, чтобы подъезжали к пункту пропуска. График проезда по времени, чтобы создать. Обратный выезд, нагрузок нету, потому что уже не одновременно приезжают, там
промежуток времени достаточно, выезд уже такие нагрузки нету. Вот утром самое главное, там с 5 часов утра до 12 часов дня основная нагрузка, и получается, что они в одно время и мимо туристического транспорта и также едет поток туристов, которые на своем транспорте, и нагрузка очень большая. После официальной части заместители министра туризма Астамур Барцис и Дмитрий Зантаря ознакомились с работой контрольно-пропускного пункта. Начальник КПП ПСО Вадим Попцава проинформировал о том, что в сравнении с прошлым годом поток пешеходов увеличился на 17% и транспортный на 12%. Ну, основная нагрузка приходится в основном утром при въезде туристических автобусов, потому что все они приезжают одновременно, а вечером уже намного легче, они прибывают в разное время. Утром, мимо того, что едут туристические автобусы, очень много легкового транспорта, которые отдыхают в Адлере, в Сочи, едут на экскурсию однодневную. Основная нагрузка приходит в основном утром. А так на железнодорожном направлении тоже уже поток людей увеличивается, потому что также это пункт пропуска за нами. В этом году добавилась еще «Ласточка». Ну, там же также мы осуществляем паспортный контроль без высадки, но без технических средств. Как мы, с поставленными задачами мы думаем, что справимся. Если там мы ждем, что по штату еще несколько человек людей нам должны дать, я думаю, что к сезону мы будем готовы. Основная проблема КПП – это нехватка кадров, отметил Вадим Попцава. Было бы хорошо, там, штаты, чтобы были увеличены для осуществления паспортного контроля и осмотра-досмотра. Но на данный момент то, что у нас есть люди, которые без высадки мы можем осуществлять паспортный контроль. Отдельный выезд организован, как и в предыдущие годы, для туристических автобусов. На въезд и выезд легкового транспорта на КПП работают два направления по 2 полосы. На паспортном контроле также работают 2 кабинки. В случае скопления очередей открываются дополнительные. К примеру, в прошлом году на пике сезона в сутки границу проходили до 66 тысяч человек и 12 тысяч транспортных средств. В этом году ожидается нагрузка не меньше, отметил Вадим Попцава. Сейчас в сутки на посту работают от 25 до 28 человек. Лаура Капш, Заур Кварча, Абхазское телевидение.